Приветствую, друзья! В продолжении предыдущего видео вот и сравнение книги и фильма «Гарри Поттер и тайная комната». Погнали! Как и в первом видео, начнем с отличий персонажей, о которых мы еще не говорили. Мистер Уизли описан как худощавый человек с залысиной в очках, но в фильме это не так. Корнелиус Фадж описан как лысый человек в зеленом костюме и с котелком, но в фильме нет ничего подобного. У Люциуса Малфоя серые глаза, но актера в фильме они голубые. Из фильмов полностью вырезан профессор Бинс, скучный учитель истории, который даже не заметил, как обнулился и пришел на работу в качестве привидения. Схожая судьба в фильме поджидала и профессора Диппета, который был директором школы 50 лет назад. И еще из всех фильмов удалили мадам Пинс, нервную, похожую на стервятника библиотекаршу. Боже мой, да всем насрать! А теперь переходим к отличиям фильма. Лента начинается с просмотра альбома в спальне Гарри, но в книге семья Дурсли завтракает и готовится к приему важных гостей, а папа с сыном едут покупать смокинги. Это происходит 31 июля, и Гарри в саду поет сам себе песню Happy Birthday и замечает два ярких глаза. Дадли выходит в сад и троллит Гарри, что у того нет друзей, ибо никто его не поздравляет, а избранный бормочет странные слова, пугая кузена, за что после получает наказание от тетки. В фильме Добби сбрасывает на жену мистера Мейсона торт, но в книге это был пудинг, который эльф сбросил на пол, а ушли гости только после того, как в дом влетела сова. А проблема в том, что миссис Мейсон до одури боится птиц. Вернон требует прочитать письмо вслух. Оказывается, что Гарри получил предупреждение за неправомерное колдовство. Фишка в том, что надзор работает не как учет на авто, то есть палочка и владелец, а на конкретной территории. А в Литл Уингинге, где живут Дурсли, Поттер-младший единственный чародей. Тут-то семья понимает, что племяннику нельзя колдовать вне школы, и уже тогда Вернон вешает решетки на окна. Но вот в книге это сделал плотник. Рыжик с братьями прилетают на бричке, которую они взяли у отца, работающего в отделе неправомерного использования изобретений маглов, о чем книжный Рон говорит в машине. Но в фильме он скажет о профессии отца только во время завтрака. Также перед этим избранный увидел сон, в котором он в клетке, а по ней барабанит Добби и говорит, что Гарри Поттер теперь в безопасности. Рыжик рассказал, что его отцу сообщили, что избранный совершил колдовство. Кроме того, весь лут Гарри на все лето был заперт в чулане, и близнецы вскрывали замки как маглы, называя этот скилл полезным знанием. Более того, Дурсли в книге проснулись не от падения решеток, а когда Букля громко закричала. Рыжик поздравляет избранного с днюхой, но по книге прошло уже 3 дня, поэтому в книге сегодня ночь с 3 на 4 августа. Фильм вырезает важные разговоры в машине. Во-первых, Гарри объясняет братьям, что его подставил Добби. Во-вторых, братья предполагают, что Добби мог подослать кто-то вроде Драко Малфоя, ибо домовики – это привилегия богатых аристократов, что забавно, ибо так и окажется. В-третьих, близнецы говорят, что отец Драко был лютым приспешником Змеелика. Когда они приземляются возле свинарника, братья обсуждают, как они надурят мать, но на них нападает Фурия, что в фильме происходит в доме. Она наказала сыновей за проступок, не позволяя им идти спать, а вместо этого заставила идти убирать живых гномов в саду. Также миссис Уизли понадобился совет, и она решила посмотреть, что пишет в своей книге Златопуст Локонс. Именно тут Фред прошептал, что мама его обожает. Примерно то же самое скажет Рон, но только уже в магазине Флориш и Блотс. В книге Фурия знать не знала, что машина была заколдована и напала с предъявами на мужа, но в фильме она прекрасно осведомлена об этом свойстве. Мистер Уизли по лору сразу узнал Гарри, хотя в фильме он протупил. И да, об этом уже упоминалось в обзоре, но наш дубляж сделал из Артура настоящего чудака. Как именно они пользуются резиновыми калошами? What exactly is the function of a rubber duck?
Как и в первом фильме, месяц перед школой полностью вырезается. В книге Гарри знакомится с комнатой его лучшего друга и видит кучу мерча его любимой команды Пушки Пэдл. Нам демонстрируют важного для даров костлявой чердачного упыря, как миссис Уизли кормит Гарри в 3 горла, как друзья играют в квиддич во дворе, и то, что Перси запирается в своей комнате, чтобы, как выяснилось, писать своей девушке из Когтеврана. Книга с фильмом встречаются примерно через неделю перебывания Гарри в норе. Тут-то и приходят письма из Хогвартса, которые содержали по 7 книг Локонса. Далее герои путешествуют при помощи летучего пороха, но в книге есть 2 отличия от фильма. Во-первых, первыми идут близнецы и мистер Уизли, а не Рон. Во-вторых, в фильме Гарри выставляют князем Мышкиным, когда он говорит «косолея». И это не ошибка дубляжа, но в книге он всего лишь вдохнул золу из дымохода и закашлялся. В-третьих, камин работает не совсем так, как показали в фильме. По лору сначала зажигается огонь. Далее следуют шикарные вырезанные сцены из фильма, которые почти полностью повторяют книгу. Гарри прячется в исчезательный шкаф, который станет важным для принца полукровки. Горбин в книге объясняет, как работает рука, которая также была важной для 6-й книги. Продавец называет артефакт лучшим другом воров, на что Люциус съязвил, что ожидает от сына чуть побольше, чем судьбу воришки. Также Драко в лоре жаловался отцу на Гарри, но Люциус ответил, что не стоит ссориться со знаменитостью открыто, ибо тот для большинства волшебников герой. И раз уж мы о вырезанных сценах, Горбин не ловил избранного в своем магазине. Семье Уизли в фильме как-то нет дела до пропажи их гостя, но в книге они его обыскались. И, как и с первым фильмом, это не Гермиона чинила очечи Гарри, их починил мистер Уизли, ибо несовершеннолетним нельзя колдовать вне школы. Фильм вырезает большую часть времени в Косой аллее. Для начала Гарри сообщил Уизли, что Малфой собирается продать лут Горбину. Тут-то фурия задела мужа за живое, что ему не тягаться с Люциусом. После все герои пошли в банк, где в сейфе Артура и Молли Гарри видит горстку сикли и кнатов и только 1 золотой галеон. Ему даже становится неудобно брать деньги из своего сейфа полного золота. После банка все разошлись по своим делам. Молли с Джинни пошли покупать мантию в секонд-хенд. Трио пошло точить мороженое, потом посмотрели новинки для квиддича, а после вместе с близнецами или Джорданом зашли в магазин приколов. И уже тогда книга и фильм встретились в магазине Flourish и Blotts. В фильме Гермиона говорит, что страх перед именем только усиливает страх перед тем, кто его носит, но в книгах это говорил Дамблдор в госпитале еще до каникул. За свои гнилые слова Люциус получил затрещину от Артура, их пришлось разнимать Хагриду. В фильме же Малфой-старший говорит, что увидится с Артуром на работе, но Люциус богатый аристократ, который нигде не работает, за исключением его деятельности в Совете Попечителей, но это не классическая работа, а скорее родительский комитет, что позволяет ему увеличить свое влияние в обществе. Фильм вырезает возвращение героев домой. Гермиона и ее родители пошли на автобусную остановку, что очень заинтересовало Артура, а после семья Уизли и Гарри через дырявый котел вернулись в нору. Они провели еще около недели в норе и 1 сентября отправились на вокзал. Из-за неорганизованности некоторых членов семьи им пришлось по нескольку раз возвращаться домой, поэтому они начали опаздывать. Но даже в таких условиях Молли не дала добро на использование режима полета в машине. В фильме Рон включает режим невидимости уже в небе, но по книге он включает его еще на земле, что еще раз показывает, что он очень серьезный персонаж. А вот уже далее режим невидимости начинает сбоить над пригородом. Вот где их видят те самые 7 маглов, которым пришлось потом удалять воспоминания. Поездка в фильме сильно разнится от книги. Гарри не выпадает из машины и вообще
они сразу обнаружили поезд и ехали за ним. В душной машине парни мечтали оказаться в поезде, где они могли бы поесть и отдохнуть. По прибытию в Хогвартс дуэт натыкается на Филча, но по книге друзья подошли к большому залу, где заметили, что среди профессоров нет агента, надеясь, что его уволили. Но во время произнесения этих слов им за спину зашел Снейп. В книге Мудроглаз и Котяуси появились так, будто у них персональный трекер на бричке Уизли. Но по книге Снейп сам пошел за МакГонагал, а после прибыл и Дамблдор. Более того, по книге именно директор говорит, что не исключит парней. Минерва приманивает еду и говорит, что сестра Рона попала на тот же факультет. Еще в вырезанных сценах есть забавный эпизод. Гарри палит, что Филч заказал обучение магии для чайников, что дает нам понять, что он сквиб. Это и объясняет его зависть и нелюбовь к ученикам. В книге Гарри обнаружит это при других обстоятельствах чуть позднее. Фильм вырезает сцену в гостиной Гриффиндора, где друзей поприветствовали как героев. Но сначала Гермиона назвала новый пароль и впустила их в гостиную. По лору Рон получает громовещатель перед гербологией, а не после. Во время завтрака допущена еще одна неприятная ошибка нашего дубляжа. Я выбросил такое от предков. Такое было. Но по факту он выбросил такое же от бабушки, ибо кто смотрел Орден Феникса, знает, что его родителей Белатриса с другими пожирателями запытали до безумия. I ignored one from my gran once. It was horrible. Перед уроком гербологии Локонс заваливается к профессору Стебель и дает никому не нужные советы по лечению гремучей ивы, а также отводит избранного в сторону, говоря, что это его вина, что натравил Гарри на такой поступок, ибо избранный начал завидовать славе Локонса. На уроке в фильме были Гриффиндор и Слизерин, но по книге Гриффиндор и Пуффендуй. Тут-то мы и знакомимся с Джастином Флинтом Флетчером, что в фильме произошло сильно позднее, да и то в вырезанных сценах. Также Невилл потерял сознание, и все на это забили, но в книге этого комедийного момента не было. Напротив, у Долгопупса все эти годы были превосходные результаты по гербологии. Также сильно изменено знакомство с Колином Криви. В ленте Липучка появился, когда Рыжик получил громовещатель, но в книге это происходит во дворе. Колин просит у Гарри автограф, об этом слышит Драко и начинает издеваться. Подтягивается Локонс и снова говорит, что это его вина. Тут Рыжик чуть было не напал на Чистомера, ибо тот пошутил, что фотография Гарри с его автографом наверняка стоит дороже, чем общее состояние семьи Уизли по версии магического Forbes. На уроке по защите от темных сил была вырезана каноническая сцена, в которой Локонс проверял знания его же биографии, и только Гермиона знала всю ерунду о нем, вроде любимого мороженого или любимого цвета. Во время разборки с Пикси в книге они тоже отбирают у Локонса палочку, но выбрасывает ее в окно. Также люстра с Невиллом падает на пол, а Локонс убегает в коридор, а не в свой офис. Перед тренировкой в книге к избранному снова пристал Колин с просьбой подписать их совместное фото со Златопустом. В раздевалке Вуд показывал разные схемы игры, пока часть команды дремала. Тут оказалось, что прошлый год закончился фиаско для команды, ибо во время последнего матча Гарри валялся в госпитале, и команда вышла на поле без ловца. Сцена со слизняками в книге происходит на поле для квиддича. Команда даже успела полетать, а Колин сделал пару снимков, и уже тут объявилась команда Слизерина. После оскорблений Гермионы в книге сначала близнецы и Алисия нападают на Драко, а уже после Рон. В книге трио видит, как Локонс выходит от лесничего. Хагриду не понравились тупые советы насчет чистки колодца от водорослей, и он сообщил друзьям, что выбирать на защиту больше было некого, ведь должность проклята. В фильме Гермиона осведомлена значением слова «грязнокровка»,
тренировка, но в книге она не в зуб ногой. Это все объясняет Рон, включая и то, что семейка Малфоев считает себя лучше других только потому, что у них, видите ли, чистая кровь. Это еще раз показывает значимость и характер Рона в книгах. Великан после еще и подколол Гарри тем, что тот раздает фотографии всем, а ему не дал. Фильм вырезает наказание Рона, ибо тот драил кубки в зале наград и запомнил имя Том Реддл, потому что пару раз заблевал его слизняками. После отбытия своего наказания Гарри также слышит голос и встречает Рона, но в ленте еще и Гермиону, которой тут быть не должно. Парни коротко обсудили голос и пошли спать. Далее фильм многое вырезает из книги и сразу отправляет нас к предупреждению, что тайная комната снова открыта, но это происходит только на Хэллоуин. За рамками осталась тренировка по квиддичу. Избранный, весь грязный, топал по замку и встретился с почти безголовым Ником. Вот тут призрак и говорит реплику из первого фильма, что ему отказали в членстве клуба безголовых, ибо его голова едва ли, но на месте. Филч словил Гарри и за оставленную грязь потащил в свой офис, но Пивз отвлек смотрителя и избранный остался один. Тут-то Поттер и заметил интересную посылку с самоучителем волшебства для начинающих. Аргус довольно быстро вернулся, сообразил, что парень узнал его секрет, взбесился и выгнал Гарри вон, даже никак не наказав того. Тут они снова встретились с Ником. Это он попросил Пивза устроить диверсию, чтобы избранный смог улизнуть. Так сказать, в благодарность Гарри согласился прийти на хэллоуинскую вечеринку призраков через неделю. На самой вечеринке было невозможно что-то съесть, ибо призраки проходили через пропавшую еду, чтобы хоть как-то ощущать вкус. И тут нас знакомят с Плаксой Миртл, что в фильме происходит сильно позже в туалете. Вот тут в фильме книга встречаются вновь, когда друзья шли на хэллоуинский пир в большой зал. В фильме Всезнайка говорит, что надпись сделана кровью, но в предпоследней главе выяснилось, что Джинни была вся перемазана красной краской в этот вечер. В фильме дискуссия происходит в коридоре, но в книге профессора и трио удаляются в офис Локонса, где Хвостун говорит, что кошка точно обнулилась, но директор сказал, что она жива, сделав из Златопуста идиота. Также Филч сказал, что это Гарри, потому что тот узнал, что он Сквиб. Вот откуда эта уверенность у смотрителя в фильме. Снейп в книге настаивал на исключении Поттера из команды по квиддичу, но МакГонагал пошутила, что кошку метлой по бестолковке не били, да и вообще непонятно, кто это сделал. Трио обсуждает ситуацию, и в фильме фразу о том, что слышать голоса плохой знак, говорит Всезнайка, но в книге это снова-таки проясняет Рыжик. Также именно Рон объясняет, кто такие сквибы. Далее книга демонстрирует панику Джинни из-за нападения. Джастин избегает общения с Гарри, а Гермиона ищет информацию о тайной комнате в библиотеке. Филч попытался оттереть слова особым магическим раствором, но не смог ничего сделать. В фильме Гермиона интересуется у МакГонагал происхождением тайной комнаты, но в книге это было на уроке истории магии у вырезанного профессора Бинса. В поисках улик в книге трио возвращается на место преступления, и именно тут впервые они видят пауков, хотя в фильме они заметили эту ораву еще в ночь нападения на миссис Норрис. Тут-то Рон и рассказал о своей фобии, а на следующий день они вернулись в туалет Плаксы Миртл в поисках улик, где их застал Перси и отнял 5 очков у Гриффиндора. В книге сцена с обсуждением Малфоя происходит не в коридоре, а в общей гостиной. Далее следует вырезанный урок из книги. Локонс после фиаско с Пикси начал заниматься театральными сценками из его же книг. Тот играл себя сам, а Гарри уже всех остальных. В ленте друзья без проблем берут книгу, в которой содержался рецепт оборотного зелья, но по лору книга с этим зельем была в особой секции, и Всезнайке пришлось обманом выпросить у Локонса разрешение.
В библиотеке Гермиона не хотела отдавать разрешение, но Рон выдернул его и отдал мадам Пинс. Начали читать они эту книгу не в библиотеке, а в туалете Миртл, который нам показали сильно раньше по лору. Матч по квиддичу в фильме претерпел серьезных изменений. Во-первых, в книге шел дождь. Во-вторых, Вуд требовал от Гарри поймать снитч в стиле 50 Cent. В-третьих, Вуд не падал от Бладжера. В-четвертых, близнецы снова-таки пытались помочь Гарри и потом даже накричали на Вуда за давление на ловца. В-пятых, в книге не было такой затяжной погони за снитчем. В-шестых, в фильме Гермиона разнесла Бладжер, но в книге его остановили близнецы. В-седьмых, Люциуса не было на матче, а Драко не падал и не терял сознание, и, соответственно, не попал в госпиталь. Между сценой в госпитале и сценой в бойцовском клубе пропущен урок Снейпа, во время которого Гарри и Рон провели диверсию со взрывом котла, а Гермиона похитила в кладовке нужные ингредиенты. Фильм и книга снова встретились в дуэльном клубе, но с некоторыми изменениями. Для начала в книге Локонс ударился о стену, а не просто упал на стенде. Также все практиковались парами. Рон нанес сильный урон своей сломанной палочкой Симусу, и именно тут Гермиона и залутала волос подруги Драко для зелья. Ехидная фраза Снейпа о палочке Рона иначе представлена в книге. Он пошутил о катастрофе и наперстке в сторону Невилла. В фильме Гермиона вываливает информацию о Салазаре Слизерине и Парселтанге, но в книге это делает Рон, что снова указывает на не такой перекос в лоре. Далее следуют канонические сцены, которые удалили. Первая. Избранный подслушивает, как пуффиндуйцы его боятся и обсуждают, кто станет следующей жертвой. Но в книге все зашло еще дальше, и Гарри вступил в открытый конфликт с Эрни Макмилланом. Вторая. Гарри встречает Хагрида с тушкой петуха, что окажется важной уликой против Василиска. В фильме Поттера ловит Филч, но в книге во всю глотку начинает кричать Пивз, и в коридор сбегается почти вся школа. В книге Гарри надевает шляпу на голову, но в фильме они разговаривают на расстоянии. Далее чуть изменены сцены с Рождеством. В книге МакГонагал составляла список тех, кто останется, и друзья узнали, что Чистомер домой не поедет, а вот его подруга сваливала домой. Посему Гермионе не нужно было никого запирать в чулане. Всезнайка приходит к парням в спальню и говорит, что зелье почти готово, но в ленте это происходит в большом зале. Кроме того, пропущены и подарки. Зубочистка от Дурсли с письмом, в котором они поинтересовались возможностью остаться и на лето в школе. От Хагрида была сливочная помадка, от Рона книга о пушках Пэддл, от Гермионы перо и, конечно же, избранный получил новый свитер и пирог с изюмом от миссис Уизли. В фильме герои пьют зелье возле раковины, и мы видим потрясающее перевоплощение в Гойла, но в книге этого нет, ведь друзья пили зелье в кабинках. Взамен мы получаем непонятную глупость, что парни говорят своими голосами в чужом теле, в котором явно менялись и голосовые связки. В книге, естественно, голоса принадлежат владельцам волос. В принципе, логично. Далее в книге парни потратили 15 минут, пытаясь найти общежитие Слизерина, и даже интересовались у тайной девушки Перси из Коктеврана, но она отморозилась, что они на разных этажах. Фраза, что Драко не знал, что Гойл умеет читать, отсутствует в книге и даже не была предусмотрена в сценарии. Это была отличная импровизация Тома Фелтона, которую Крис Коламбус решил оставить в финале. В книге Драко читает статью о выговоре Артуру Уизли за летающую машину. Малфой также выбалтывает о тайнике с темным лутом в их поместье, о чем позднее Рон сообщит отцу. Гермиона пробыла месяц в больнице и не боялась туда пойти, ибо после истории с укусом Норберта знала, что мадам Помфри истинный профессионал и не задает лишних вопросов. Сцену с посещением Гермионы вырезали на монтаже, но именно тут Рыжик узнал имя Том Реддл, кубок которого заблевал во
время наказания. Но в книге он сообщил это другу в туалете, а разговор с Гермионой состоялся уже в феврале, после ее выписки. Далее фильм вырезает День Святого Валентина. Джинни отправила Гарри аудио-валентинку в исполнении гнома, а после избранный пролил чернила в своей сумке. Чистомер поиздевался над Джинни и попытался залутать дневник, но избранный уже был без берегов и впервые удачно использовал заклинание Экспеллиармус, за что Перси снова забрал 5 очков, напомнив, что колдовство в коридорах строго запрещено. Фильм и книга встречаются снова. В общей комнате Гарри обнаруживает, что дневник поглощает чернила, но в книге он замечает это еще на уроке Флитвика. Диалог с Редлом в книге слегка отличается. Том интересуется, откуда у Гарри дневник, на что избранный ответил, что его кто-то выкинул. Далее Реддл говорит, что именно он поймал преступника, а уже после согласия Гарри переместил того в кабинет директора, куда сам Том пришел пообщаться с профессором Диппетом. У них состоялся почти тот же диалог, что в фильме происходит в коридоре с Дамблдором, и фильм очень здорово адаптировал сцены с тем, что оба парня что-то скрывают. Еще в книге мы не видим тело Миртл, это было сделано только для фильма. Обсуждая ситуацию в ленте, Великан подслушал разговор друзей, но в книге этого не было. Напротив, они решили идти к лесничему только если будет еще одно нападение. Фильм вырезает выбор новых предметов для 3-го курса, где Всезнайка выбрала все, а Рыжик и Гарри с другими парнями тыкали палочкой наугад. Вот тут-то спальню 2-го курса и грабят. Далее в книге избранный снова слышит голос, и вот тут Всезнайка сопоставила все факты и побежала в библиотеку. И, к слову, кроме Гермионы под оцепенение попадает и девушка Перси Пенелопа. Позднее в хижине Хагрида происходит тот самый косяк с «позвонил». Но я позвонил в школу, и мне сказали, что директор здесь. Об этом также упоминалось в обзоре, но коллаб — это не только позвонить, это еще и вызвать, призвать, запросить. В данном случае я всего лишь дал запрос в школу и получил информацию, что директор здесь. По лору Корнелиус начал защищать Альбуса, но Люциус надавил, что решение устранять директора – это решение попечительского совета. Тогда уже последовала тирада лесничего. В фильме и книге Дамблдор говорит, что в Хогвартсе всегда получали помощь те, кто просил, но в книге он еще и добавляет, что он действительно покинет школу только тогда, когда не останется ни одного преданного ему человека, и это демонстрирует тот самый грамм тщеславия. В фильме парни сразу идут в лес за пауками, но в книге проходит время, за которое дела в школе пошли круто. Рыжику и избранному не позволяли проведать Всезнайку, как бы в целях безопасности. Малфой на уроке зелья предложил Снейпу стать новым директором и в этом случае попросить отца поддержать кандидатуру Северуса. На новом уроке гербологии Эрни извинился перед Гарри, ибо тот никогда бы не напал на Гермиону. И вот тут дуэт видит трио огромных убегающих пауков и решает идти ночью в лес. Поздно вечером парни пошли за пауками из замка. Гарри оставил мантию в хижине Хагрида, взял клыка и вместе с другом потопал в лес, где впервые применил заклинание Люмос. В лесу парни видят одичалую тачку мистера Уизли, и Рон даже погладил форт, как будто потерявшуюся собаку. Эту сцену почти в том же формате отсняли, но снова вырезали. В фильме дуэт находит Арагога сразу, но в книге их перехватывают 3 здоровых паука и доставляют к Арагогу. Далее фильм сильно расширил поездку на машине. В книге избранному не пришлось отбивать Рыжика от паука, а машина на изи увезла ребят, и именно что увезла по дороге, не летая и самостоятельно управляясь без помощи Рона. Далее следует еще интересное отличие. Парни в спальне сообразили, что девочка, о которой говорил Тарантул, Плакса Миртл. В ленте они поймут это сильно позже в коридоре. Фильм упускает массу событий между двумя следующими сценами.
ужинами. Во время завтрака нервная Джинни почти готова признаться Рону, что происходит, но из-за Перси она сливается. Парни никак не могут попасть к Миртл, ибо учеников в книге действительно сопровождали учителя. Но в один день дуэту удалось надурить Локонса, сказав, что он прав насчет вины Хагрида, и тот ушел. Правда, уже возле туалета ребят ловит Котяуси, но те лгут, что направлялись в больничное крыло к Гермионе. МакГонагал пустила слезу и, вопреки запрету на посещение жертв нападений, дала добро проведать Всезнайку. Вот тут фильм и книга встречаются снова, но в книге парни читали информацию о Василиске в больничном крыле, а не в коридоре. Далее в книге Минерва собрала всех преподавателей в учительской и там уже рассказала, что было написано под первым посланием, но в фильме учителя встретились в коридоре. Соответственно, и дуэт подслушивал не в коридоре, а в учительской. После в книге мы видим, как братья расстроены потерей сестры, а Перси уже пишет родителям, полагая, что Джинни уже обнулилась. В фильме парни ставят под палочки хвостуна, но в книге Гарри снова использует экспеллиармус, а Рон выкидывает палочку Локонса в окно. В ленте избранный открыл проход с первой попытки, но в книге ему понадобилось две. В книге Фоукс не только приносит Гарри шляпу, но и поет песню, которая придает избранному сил, а кроме того не улетает, а садится к Гарри на плечо. И фильм сильно расширил эту сцену. В книге Гарри не бегает от Василиска по трубам, не падает, не обманывает его и не лезет на статую Слизерина. В книге Гарри надевает шляпу, просит помочь, и ему на бестолковку падает тяжелая рукоять меча. Далее в ленте изменена последовательность. В книге сначала Феникс залечил рану, а уже после Гарри расправился с Редлом. Фоукс в ленте выносит группу на улицу, но в книге они оказались снова в туалете, где Миртл очень расстроилась, что Гарри не поселится в ее туалете. В фильме парни идут к Дамблдору, но в книге группа пошла в кабинет МакГонагал, где уже были и МакГонагал, и восстановленный директор, и родители Уизли. К слову, дело происходило той же ночью, а не на следующий день. Избранный рассказал всю историю, и родители выписали дочери за доверие к дневнику, но Дамблдор подыграл, и Джинни не получила наказание. Мудроглаз еще и выписал парням по 200 очков на нос и посулил особые награды перед школой. Избранный рассказал директору, что Хвостун пытался их заколдовать, и директор действительно сплавил Рона, но попросил отвезти Локонса к мадам Помфри, а не отправлять письмо в Азкабан. В фильме Гарри палит контору Добби, выдав его перед Малфоем, но в книге этого не происходит. Реплика Люциуса о том, что Гарри всегда придет на помощь, не была прописана в книге. Это была еще одна шикарная импровизация актеров. Взамен в книге директор более агрессивно и открыто разговаривал с Люциусом. Да и Гарри обвиняет Гламура прямо в кабинете МакГонагал. Альбус говорит, что сейчас доказать уже ничего нельзя, но намекнул, что в следующий раз Артур Уизли уже сможет доказать все. В книге Люциус не пытается обнулить избранного. Эта глупая линия случилась только в фильме. Немного отличается и пир в оригинале. Во-первых, все были в пижамах, ибо дело происходило все той же ночью. Во-вторых, Хагриду никто не аплодировал, зато он хлопнул обоих парней по плечу. В-третьих, Гриффиндор снова получил кубок школы. В-четвертых, Альбус сообщил, что им понадобится новый учитель по защите. Фильм на этом и закончился, но книга сообщает, что Малфоя исключили из попечительского совета. После все едут на поезде домой. Тут-то Джинни и сливает, что Перси встречается со старостой Коктеврана Пенелопой Кристалс, которую парализовала вместе с Гермионой. Перед приездом на вокзал избранный дал друзьям номер телефона Дурсли, сообщив, что в прошлом году научил мистера Уизли пользоваться магловским телефоном. Книга закончилась на том, что все трое без проблем прошли барьер на платформе.
И вот оно, все существенные и сколько-нибудь интересные отличия второй книги и фильма. Мы услышали вас в комментариях и сделали сову сильно потише, а также добавили паузы между отличиями. Надеемся, такое положение дел вам нравится гораздо больше, ибо сценарий «Кузнику Азкабана» уже в работе. Благодарим за внимание и до скорых встреч!